конце июля на особо охраняемой природной территории ботанического сада произошло невероятной наглости преступление. Средь бела дня в течение нескольких дней были выкопаны и вывезены около 300 растений. Сотрудники ботанического сада застали с поличным нарушителей и их автомобиль, который проехал на территорию природоохранного учреждения. Руководила выкопкой явно специалист в растениеводстве, так как для простого обывателя на первый взгляд выкопанные редкие растения, занесенные в Красную книгу, могут показаться простой травой. 29 числа позвонила нам дачница, тут недалеко дачница, которая сообщила, что на горе Чучурмуран что-то копают. Поскольку эта территория охраняемая, особо охраняемая территория, на ней вообще нельзя ни копать, ни собирать ничего, семена и прочее, мы, естественно, сюда побежали посмотреть, что же тут такое у нас происходит. И заметили здесь группа людей, выкапывали наши растения, выкапывали в том числе краснокнижные растения, такой как терескен ленский, он входит в Красную книгу. И вот выкапывали огромное количество ковыля. Где вы сейчас увидите степи ковыльные? У нас они сохранились, эти степи. И вот, пожалуйста, вот эти все растения выкапывали. И выкапывали под руководством человека знающего, который брал вот тот же самый терескен, брал житняк гребенчатый, эспарцет, вику приятную, выкопаны кусты спиреи. И вот это вот мы, конечно, подъехали к этим людям, предупредили их о том, что здесь нельзя это делать. Они нам сказали, что ой, мы копаем под ЛЭП, якобы под ЛЭП нужно. Но посмотрите, под ЛЭП у нас проходит дорога, а вся растительность у нас и гора находится отнюдь не под ЛЭП. И потом это просто территория ботанического сада. Здесь нельзя таких вещей вообще делать. Вот, в результате, казалось бы, они уехали, мы их заставили вернуть все, но, судя по всему, они вернулись и в этот день. И на следующий день наши сотрудники опять-таки увидели, что сюда приехала машина. Эта машина, опять-таки, люди на этой машине занимались выкопкой растений, собирали то, что выкопали раньше, и вечером, когда уже сотрудников никого наших не было, увезли все эти растения. Каждое растение имеет цену, в том числе и материальную, так как для того, чтобы реинтродуцировать вид в природу, растения привозятся из экспедиций из других районов. Далее выращиваются на коллекционных питомниках, а затем только возвращаются в природные условия. Затраты состоят из заработной платы сотрудников и экспедиционных затрат. Для науки растительные сообщества остепененного участка под горой Чучурмуран представляют особую ценность, так как являются остатками плейстоценовой степи и внесены в Зеленую книгу Сибири. Таким образом, ботаническому саду нанесен как нематериальный, так и материальный ущерб в сумме более 90 тысяч рублей. И вот мы остались. Здесь такой урон нанесен. Во-первых, ландшафт. Посмотрите, это что такое лунный ландшафт? Везде, значит, находятся лунки от выкопанных растений. Там далее вообще страшное, что такое. Во-вторых, ну как можно? Вот здесь настолько медленно все возобновляется. Наши сотрудники здесь специально высаживают растения, выращивают на коллекциях и возвращают обратно в природу. Реинтродукция называется. А у нас, пожалуйста, вот это вот все происходит. Просто слов нету. Вот я не знаю. По факту кражи растений написаны заявления в отделение полиции и в природоохранную прокуратуру.